Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, огромная вам благодарность за прошлую передачу, за большое вдохновение и огромный стимул действовать. И вот правильно вы сказали, что вместе мы можем многое. И, казалось бы, из самой даже безвыходной ситуации обязательно есть выход. И даже не один выход, а как минимум два выхода. И сейчас очень важное время. Время всем тем людям, в ком есть здравомыслие, кто действительно ценит жизнь, кто выбирает человечество и шанс выжить. Очень важно, чтобы эти люди оставались людьми прежде всего, оставались устойчивыми в этом, как вы сказали, как электроны на орбите атомов, несмотря на все, что приходится им проживать и переживать, несмотря на критику, несмотря на сопротивление. И очень важное время сейчас действовать. Сейчас время ответственности каждого человека. Важно, чтобы каждый задавал сам себе вопрос: а что я могу сделать сегодня? И вы знаете, Игорь Михайлович, мне кажется, очень важно, что вы подняли эту тему. Так важно, чтобы люди действовали сегодня, а не откладывали это на завтра, на потом. Потому что сознание многим рассказывает про то, что ну вот сейчас не время, сегодня ты какой-то недокомпетентный какой-то, недостаточно умен, недостаточно хорош, недостаточно в ресурсе. И вот эти все многочисленные недо парализуют и останавливают зачастую некоторых людей. И вот очень важно, мне кажется, донести вот эту мысль, что сейчас самое лучшее время действовать. На самом деле сейчас, друзья, золотое время. Действительно золотое. Еще немножко, и во все средства массовой информации войдет более жесткая цензура. Нам наступят на язык, и подобных передач мы уже не сможем делать. Объясняю, чем более жестко будет проявлять себя климатический цербер, тем больше будет цензуры. Это нормально и естественно в потребительском формате. Никуда не денешься. Простой пример. Горел курорт. Много людей пострадало. Власти запретили об этом говорить и показывать. Культурно попросили, а на самом деле был запрет. И вот что интересно, это отметили журналисты. Когда был ковид, то во время этой пандемии показывали и трупы, и все ужасы, и показывали все каналы. И это было не запрещено. Сейчас же запретили. Почему? Ответ очень прост. Потому что власти ничего не могут противопоставить климатическим изменениям. И это действительно так. Скатываются до элементарной глупости. Знаете, это вот как, я скажу, как издевательство над нашим сознанием. То есть представьте, за кого они нас держат, если они рассказывают, что с климатом бороться это надо, накрывать одеялами ледники, красить белой краской что-то, чтоб солнышко оно отражало, чтоб ледники не таяли. Все ж нормальные, адекватные люди, которые хоть немножко уделяли внимание данной теме, прекрасно понимают, что ледники тают не от солнца, а ледники тают от тепла, которое выходит из почвы, то есть из недр земли. И они в основном тают снизу. Причем здесь одеяло? Простой вопрос. Все переживания ученых сводятся к тому, чтобы пингвины гриппом не заболели, чтобы белые медведи продолжали размножаться. То есть, знаете, вот как издевательство в буквальном смысле слова над человечеством. Это так. А почему это происходит? Потому что пытаются как-то, я бы сказал, уменьшить трагичность самой ситуации, как-то отвлечь людей от всей серьезности и показать, что климат — это пустяшный вопрос, и на самом деле с ним легко справиться. Достаточно там все перекрасить в белую краску, залить океан розовой краской, он быстрее начнет впитывать СО2 и все наладится. Знаете, обидно, что нас, людей, обычных и простых, считают такими вот тупыми идиотами. Нас действительно считают такими тупыми идиотами. И поэтому, чтобы мы не говорили с вами о реальных событиях, чтобы мы не обсуждали, где что произошло и насколько жестко проявил себя в очередной раз цербер, и сколько из нас пострадало, сколько из нас осталось без домов, и насколько тяжелая жизнь пришла в наши дома. Поэтому будут снижать нашу возможность общения. То есть цензура будет становиться жестче и жестче. Сейчас пока действительно золотое время.
Ну вы не расстраивайтесь, друзья. На самом деле вся эта цензура, она будет недолго. Почему? Потому что очень скоро у нас исчезнет любая возможность коммуникации на расстоянии. Не будет ни телерадиовещания, ни интернета, ни телефонии, ничего не будет. Все очень быстро исчезнет. Почему? Объясняю. На сегодняшний день ситуация в верхних слоях атмосферы критична. Атмосфера действительно снижается. Сопротивление и защита, которая у нас была, естественная защита, электромагнитное поле, плотность нашей атмосферы, все это постепенно разрушается и исчезает. Значит, излучение будет становиться все жестче и жестче. Я имею в виду космическое излучение, плюс солнечная активность, потому что Солнце оно набирает силу, так же как и любая планета в Солнечной системе, из-за цикла. И сейчас себя проявляют практически все планеты аналогично нашей планете Земля. Как у нас проблемы возникают вследствие добавочной энергии, которая приходит из внешнего космоса, так и на других планетах. Все это приведет к тому, что у нас будет такая же ситуация, как, помните, на одном из форумов был такой сюжет о последнем человеке на Земле. И вот там интересно развивались события, и вот сейчас мы видим эти параллели. Уже начали говорить о цензуре, уже мы видим, что происходит с климатом, и чем дальше, тем будет хуже. Хочу поделиться еще одной очень интересной информацией в связи с накоплением избыточной энергии в океане. Наши ученые предполагают, что мы стоим на пороге проявления более сильных и более мощных катастрофических проявлений климата, таких как мегатайфун. Что это означает? Попробую объяснить. Представьте себе торнадо, мощное, разрушительное и сильное. Скорость ветров где-то в среднем около 500 километров в час. То есть это огромная сила. А теперь увеличьте это торнадо до размеров огромного тайфуна, который на огромной скорости разрушает все на своем пути. И в истории нашей планеты подобное уже бывало. Такие тайфуны могут не то что города снести, они могут горы превратить в равнины. И это было. Представьте, гигантский торнадо с огромной мощью и силой, который на огромной скорости подхватывает все, что только можно, разрушающиеся дома, наши металлические конструкции, и все просто соударяет друг с другом на огромной скорости. Такая гигантская пескоструйка, знаете, такая вот есть, что песком ржавчину там сымает на металлических конструкциях, а это в миллиарды раз сильнее. Это не оставляет ничего. Металл в порошок перетирает. И все идет к тому, что мы увидим подобные проявления. Обязательно мы столкнемся и с мегацунами, и с мегаземлетрясениями. Это не пугалка, это банальная математика. Представьте избыточную энергию, которая накопилась в нашей планете в огромном количестве. Мы видим, как магма подмывает литосферы, как греется наша планета. Мы видим, сколько энергии уже накопил океан. Как вы думаете, куда она денется? Вот вам и ответ. Никуда. Она будет высвобождена в том или ином проявлении, в разрушительном проявлении. И направлена эта энергия будет против жизни, то есть против нас. Все естественно. И при этом нам нечего будет противопоставить, если исходить из сегодняшнего дня. То есть мы будем молчать, мы будем по-прежнему терпеть, надеяться, что кто-то нам поможет. Ну, сами понимаете, никто не придет и ничем не поможет. Выход есть, его не раз озвучивали, и нет смысла об этом говорить снова. О том, что нужно объединяться, создавать научный центр. У нас еще полно времени, и, возможно, это произойдет. Тогда у нас появится шанс, если это произойдет не слишком поздно. Если это мы не сможем создать, мы не сможем создать условия для того, чтобы действительно настоящие ученые объединились и начали действовать именно в направлении, я бы сказал,
демпфирования всей этой ситуации, ну, тогда мы увидим много интересного, того, чего не видело нынешнее человечество, скажем так. Вот такие дела. Как вы говорили, времени мало, но много еще задач, которые нужно решить. Очень много задач. В действительности перед нами стоит огромная задача в первую очередь. Это, вот как мы говорили, зонтик сделать. Ну, понятно, зонтик, щит не имеет значения. Посыпалось у нас тут предложение после этой передачи, что-то там распылить в космосе, Золотая создать пыль. какую-то, да, и золотую пыль, которая будет отражать. Ну, понимаете, мы привыкли мыслить шаблонно. И вот сознание нам подбрасывает подобные идеи. То есть какие-то зеркала, которые будут отражать солнечные лучи, я проще скажу. Но что мы можем противопоставить даже против нейтрино? Ну, нейтрино мы еще можем как-то увидеть и поймать. А та энергия, которая идет, это именно энергия. И она именно идет в недрах нашей Земли. Вот это излучение мы поймать пока не можем. Лишь косвенно мы начали понимать, что это такое. Мы видим ее проявление, мы хоть что-то начинаем понимать пока что. Да, у нас мало мощности, мало людей. И вот, кстати, помните, приблизительно лет 8 назад вышла физика АЛЛАТРА. И в то время, как раз когда она только вышла, ее презентовали, ну, начали поступать различные вопросы, приходить различные люди. И в основном ориентированы, ну, те, кто имел отношение к научной среде, они были к тому, как ее применить в практике. Ну и все были ориентированы почему-то на создание каких-то новых видов вооружения, ну или продаваемых и востребованных, скажем, там вещей, типа новых компьютеров или еще чего-то, понимаете? А в действительности, благодаря этому тесту, это был серьезный глубокий тест, она действительно очень глубока и реальна, и на ее основе очень много, скажем, чего можно сделать еще. Но в действительности всего лишь несколько человек поняли, о чем мы говорим, из ученых, и благодаря этому они к нам присоединились. Именно пониманию всей глубины той же физики АЛЛАТРА. Хотя для большинства ученых, ну, это было крайне непонятно и у некоторых даже вызывало улыбку. Улыбку вызывало потому, что они мыслят так же, как большинство из нас, друзья. То есть если есть какое-то излучение, значит мы должны что-то противопоставить. А что? Ну и тут же сразу возникают мысли. Это как Развернуть стройку в космосе. совершенно правильно. Какую-то стройку в Железо, космосе. никель. Да, железо, там никель, золото распылять, еще что-то. А где мы его возьмем, это золото распылять, и как оно поможет? Простой вопрос, да? Ну и опять-таки, как мы это сможем сделать? Никак. А те, кто имеют какие-то возможности, они сосредоточены на том, чтобы зарабатывать деньги, а не тратить их. Ну, все ж очень просто. До смешного. Ну, не все так плохо, скажем. Есть и позитивные моменты во всем этом. Чем сложнее задача, тем приятнее ее решать, правильно? И исходя из этого, из всей сложности задачи, здесь, знаете, очень важно, какие люди в действительности присоединяются именно к решению этих задач. И вот один настоящий ученый, он гораздо важнее миллиона, ну, философов, которые не понимают даже сами, о чем говорят. Это действительно так. Слава Богу, у нас есть определенный потенциал. Да, не сильно большой. Да, многое мы не можем. На сейчас, на сегодняшний день мы в связи с определенными событиями даже ограничили свои возможности. Ну, не мы ограничили, нам ограничили. Но в связи с этим есть и огромный положительный момент. Для понимания расскажу. Приблизительно 10 лет назад, исходя из древних легенд и мифов и квантового эффекта Зенона, вот с такого микса пришло понимание, что можно в действительности попробовать. Это обычный прибор, скажем так, но не с обычными действиями. Естественно, для его апробации, ну, скажем, нужны были определенные условия. И с этим вопросом, это серьезный вопрос. Тем, кто понимает, что это такое, о чем мы говорим, те понимают всю серьезность вопроса. Мы пытались выйти на руководителей нескольких стран, точнее 3, так как
предполагалось, скажем, апробировать его в полевых условиях именно на этих территориях. Самое забавное, что это не те люди, с кем надо было решать этот вопрос, к которым можно просто зайти, вот как мы заходим друг к другу. Да? Обязательно нужно через каких-то посредников, и масса проблем. И вот мы потратили несколько лет, так никому не попали. Так получилось. Слишком фантастичен этот вопрос был. Даже не вопрос, а нам нужно было решение. Но в действительности это смотрелось все как фантастика. Объясним. В общем, не смогли мы попасть за благословением от великих людей, и определенная группа добровольцев, правильно выбрав место определенное, они решили просто попробовать данный прибор. Много раз просчитывали, вреда никакого просто не может быть от него, а польза, вот я мягко скажу так, по демпфированию климатических событий ожидалась весьма положительная. Что мы заметили во время его работы? Скажем, первое время вроде бы и ничего, что есть, что нету. Знаете, это как микроволновка в доме стоит, а на улице дождь идет. Вот микроволновку включай-выключай, дождь все равно идет. И вот у нас было тоже такое, так как это все экспериментально, и оно действительно даже сознание сопротивлялось пониманию даже этого всего. Но в конечном счете мы увидели вот за годы наблюдения, что та территория, а территорию я уже так обозначил приблизительно вам, огромная территория, она отличается от других территорий. Чтобы было понятно, я постараюсь аккуратно объяснить. В действительности, если мы отследим, то в течение всех этих лет уровень климатических изменений был гораздо выше, чем в остальном мире, на тех территориях. Но климатических катастроф было намного меньше. Хотя все условия были для того, чтобы не просто выровняться по этой планке, как везде, а даже превысить ее. Потому что условия для климатических катастроф гораздо выше, чем во многих других регионах. В тех регионах, которые сейчас от катастроф страдают гораздо больше, чем та территория. Вот в этом смысл. Понятно, что это не может убрать, это не тот щит, о котором мы говорили. Но события реже, меньше, хотя все условия, еще раз скажу, все условия для того, чтобы именно там, где работал этот аппарат, климатические изменения должны были проявлять себя гораздо сильнее и больше. По крайней мере, все должно быть на уровне климатических событий, как и во всем мире, с учетом географического положения, с учетом подхода магмы, расположения севера близко. Все условия как раз должны были говорить о том, что климатических событий должно было быть гораздо больше, и они должны были быть гораздо разрушительнее. Но мы видели другую картину. И вот на протяжении многих лет наблюдая, мы пытались просчитать, я так скажу. Возможно, мы ошиблись или мы слишком самонадеянны, что микроволновка, включенная дома, может влиять на погоду за окном. А по факту оно где-то так и выглядит, если смотреть со стороны, не понимая еще всей сути и глубины данного вопроса. Но благодаря определенным людям, скажем так, я бы сказал, триггером основным послужил Константин Путник, в Челябинске, знаете, такого много о нем говорилось. И вот вы не поверите тому, что я сейчас скажу. Вот сейчас бы я его обнял как родного брата и сказал бы ему огромное спасибо. И говорю, огромное спасибо. Да, у нас возникла масса проблем, мы потеряли огромные возможности. Да, нас выгнали с этой территории. И из-за этого, из-за того, что выгнали, определенная группа ученых, которая помогала нам, она не смогла сотрудничать дальше. Почему? Мы уже объясняли. Закон есть закон, и сотрудничая с нежелательной организацией, это бы ставило их в незаконные определенные условия, за которые в случае, если бы кто-то захотел, мог бы привлечь их к ответственности, причем уголовной ответственности. И это крайне нехорошо, если бы человек за то, что он пытался спасти все человечество, и за то, что он
очень помогал своей стране, он бы за это сел в тюрьму. Это не по-человечески. Поэтому естественное решение, которое мы приняли, ну, это люди перестают сотрудничать, разрываются все связи. Навсегда или на определенное время мы не знаем. Не мы принимали это решение, и здесь мы никак не можем повлиять. Но к чему это привело? Это привело к тому, что данное оборудование было разобрано и эвакуировано с той территории. Почему? Потому что нельзя, значит нельзя. И мы начали наблюдать. Я не думаю, что в ближайшие годы мы бы пошли на то, чтобы его выключить. Этот аппарат, он очень ценный был в наблюдении. То детали, они вам не нужны, друзья. Но, скажем так, мы реально замечали, что планка климатических событий была намного ниже, чем везде и во всем мире. Но благодаря вот этим хорошим друзьям, в том числе и представителям Генеральной прокуратуры, которые вынесли это решение, мы вынуждены были отключить. И вот прошло здесь 20 дней. Вчера буквально мы по этому поводу беседовали. И первые наблюдения показали, что ошибки нет. Буквально за 20 дней начало многое меняться. Значит, эффект летящей стрелы такие есть. И вот представьте, я немножко скажу, может быть непонятно для кого-то, но тем, кто изучает данные предметы, будет понятно. Представьте, есть энергия, да? То есть мы все сталкиваемся с этой энергией. Но есть ли эта энергия или нет энергии? И что такое энергия? Это большой вопрос. Мы видим массу проявлений. Электрическая энергия, я не знаю, там она образуется, механическая, много различных видов энергии. А я так скажу, друзья, энергия, она не перетекает ниоткуда никуда. Ее нет, если нет цели. Представьте, находится два объекта А и Б, к примеру. Для вас удобнее будет А и Б. И вот от А до Б может пройти энергия. А вот если нету Б, никакая энергия из А не выходит. Дальше. Есть объект А и есть объект Б. И вот если объект А делится энергией с объектом Б, то они оба стареют, разрушаются, изнашиваются. Но если объекта Б нет, объект А может существовать вечно. Вечного ничего не бывает. Скажем так, очень долго, без всяких изменений. И это касается как атома, так и любой планеты, планетарной системы, галактики, всего чего угодно. Почему? Потому что микро влияет на макро, если есть определенные условия. Вопрос: что такое энергия? Хороший вопрос. Любая энергия, и правильнее было бы сказать, любое действие — это следствие информации. И вот здесь мы заходим, знаете, такой маленький тупик квантовой механики, я бы так сказал. То, с чем мы столкнулись, оно позволяет решить нерешаемую задачу. Понимаешь? Это действительно, это квантовая гравитация, то есть гравитационное взаимодействие на уровне квантовой механики. Это невозможно было даже об этом думать, потому что нечем оперировать. Также и что такое информация, что такое пространство, что такое время. Я скажу так, невозможно решить задачу, к примеру, вот тебе нужно из точки А прибыть в точку Б, да? А ты не знаешь, где эта точка Б. Вот она действительно как электрон на орбите. Вроде бы и везде, и нигде. Ты никогда не решишь математически эту задачу. А когда есть четко определенная позиция, локация, тогда ты легко можешь это просчитать. И вот у нас появился такой шанс легко просчитать. Легко — это говорить легко, а на самом деле это масса труда. Поэтому белых пятен еще много, работы много. Но во всяком случае мы объективно видим цель. А это многого значит. Так что не все так плохо. Я понимаю, что многие не поймут то, о чем я сейчас говорю. Почему? Простой пример, друзья. Вот взял я фонарик, вышел на улицу, я им свечу, да?
Особенно если есть легкий туман или ночь, фонарик мощный. Ведь свет — это энергия, энергия. Я направил, она идет, да? А вот как рождается квант света? Почему? Вот простой вопрос. Он родился и полетел с той же скоростью, с которой он летит. То есть скорость света. Его кто-то толкает? Нет, он просто родился. И вот вопрос рождения кванта — это что? И он полетел. Это ж энергия, которая передается куда? В никуда. И это может сказать только глупый человек. Почему? Потому что если мы переходим на тот уровень, где рождается этот квант света, да, там, и тому подобное, то мы увидим, что он переходит из одной точки в другую, к молекуле воздуха, с которой он соударяется, благодаря этому мы видим его, и многое другое. То есть он не может идти в никуда. Если у нас ничего нет, к чему бы пошла энергия, то энергия идти не может. Она передается от одного тела к другому, я так скажу. Вот. И все понимание. А если нет тел, то есть лишь поток. Поток есть. И этот поток не хаотичен. И вот смотри, с чем мы сталкиваемся. Это тоже очень интересно. С нашей позиции или с позиции нашей физики, понятной такой макро. У нас приходит понимание такое, вот, глядя на квантовые взаимодействия, что там хаос. Ну, действительно, знаешь, вот попробуй определить электрон, где он находится в атоме, да? То есть вот мы говорим орбита, а на самом деле он везде и нигде одновременно. Но он находится в строго заданном положении. Как? Ну, вот куда ни ткни, там он есть, да? Ну или куда ни тыкай, там его нет. Ну и многие такие вот феномены именно вот этих микрочастиц. А вот когда мы уходим за них, то там есть строго, четко определенный поток нематериальной структуры, которая не является энергией, но она создает ее. И, скажем так, уплотнение этой энергии, оно создает материю. Почему? Мы любую частицу, если мы ее берем и разрушаем, во что она превращается? В энергию. Хорошо, простой вопрос. Электрон — это что? Тоже энергия взаимодействия. Разве это тело? Частиц. Тело имеет определенные части, там, знаешь, вверх, низ, еще что-то. А, извини, электрон — это энергия. Просто она существует в особом состоянии, которое и определяет свойства атома. Оно влияет на это. А это значит что? Это значит фрагмент информации, который строго упорядочивает и все ставит на свои места. И вот тот, казалось бы, хаос и неупорядоченность, там очень строгие законы, которые образуются вследствие от того, что находится под ним. Поэтому, понимая всю эту сложность и в то же время и простоту, я думаю, можно прийти к пониманию, что именно и как воздействует на наше ядро, на ядро нашей планеты, и как от этого защититься. Просто немножко приложить сил, внимания очень многих, очень умных людей. И вот знаете, что еще сложно? Сложность в том, что не все обладают научным, я бы сказал, мышлением, такой вот способностью к научному мышлению. Это возможность сосредоточения на одной цели с расширенным взглядом. Знаете, так тяжело это объяснить, но я бы выразил так: это луч света, который освещает одну точку без рассеивания. Вот если бы наше сознание, вот обычных людей, нас с вами, друзья, превратить в поток света, ну, знаете, это такое было бы салют, по-другому не скажешь, знаете, такое Туманность. шоу световое. Мы освещаем одновременно все. А в действительности способность к глубокому погружению в науке, в именно мыслительные процессы и поиск решений, он важен в том, потому что как вот сознание становится как луч лазера, который неподвижно освещает одну точку. И вот эта способность далеко не у всех. У многих очень широкое восприятие, они специалисты во всех сферах, все понимают, все знают, но они не способны даже на мгновение задержать свое внимание на одной точке. Это правда. И вот чем отличаются настоящие ученые от философов? Философам легко рассказывать, разговаривать, философствовать, понимать, не понимать, ну такое, знаешь,
чисто умственный труд. А практики, они отличаются именно пониманием, я бы сказал, механики. То есть того, что есть, и того, что в реальности просто придумали, нафантазировали люди. Ну, вот такая разница, она существует. Поэтому нам нужны люди, которые способны сосредоточить свое внимание на решении проблемы, а не на освещении всего мира собственным светом, скажем так. Не шоумены, а конкретные ученые. Это тоже важно. Да, можно много философствовать, ну, здесь мы упираемся во что угодно, квантовая гравитация, ну, много чего поднимается вопросов здесь, на которые, скажем, теоретики пока затруднены в том, чтобы дать правильный ответ. Но практики, еще раз скажу, практики нашли определенные ответы, что такое информация, что такое энергия. Это фундаментальнейшие вещи. И буквально вчера мы разговаривали, общались с нашими друзьями, и было четкое обоснование, которое подтверждается о том, что такое квантовая гравитация. Ну, тем, кто не понимает, это неинтересно, но постараюсь пояснить на примере, который будет понятен вам всем, друзья. Вот мы говорили на форумах, да и так много, о капсуле здоровья. И для всех это была фантастика. Что такое фантастика? Это событие, которое находится за горизонтом. То есть есть горизонт, к которому бы мы сколько бы мы ни шли, он отдаляется. Так вот, капсула здоровья, а потом репликатор, да. И вот этот щит, который должен быть нами сделан и создан вокруг нашей планеты, это уже не загоризонтные события и не горизонт, а это гораздо ближе горизонта. Понимаете, о чем я, друзья? То есть это реальные события, которые вывели на реальный путь. Да, еще очень много работы. Вот мы с Татьяной в предыдущей передаче как раз говорили о наших ученых-оптимистах. И они больше всех ратовали за то, что никто нам не нужен. Мы постараемся, нас все равно никто не услышит, сами сделаем. И это как раз та группа, которая занималась изучением, ну, собственно, и созданием, тоже активно принимали участие вот именно в этом исследовательском проекте, скажем так. Они замечали разницу, приходили понимания к ним, порой неординарные, и мы много дискутировали на разные темы, порой не соглашались, но их понимание, оно было гораздо больше, чем, скажем, у нас, у остальных. Почему? Потому что они занимались именно этим проектом. У нас более, ну, скажем, широкий диапазон занятости. Они видели четче и понимали лучше. И вот их триумф, он значителен. Он значителен потому, что в том, знаете, я бы так сказал, несуществующем пространстве появились четкие контуры реальности. Это очень многого значит. И исходя из этого всего, получается, что нам всем, нашим надеждам и мечтам подкинули огромный лимон, и мы сделали из него прекрасный лимонад. Просто потому, что очевидно так угодно Богу. По-другому это не скажешь. Так что, друзья, нельзя отчаиваться, нельзя опускать руки. Да, много работы, да, возможности наши минимальные, рассчитывать на себя. Извините, я здесь пессимист. Почему? Потому что я знаю объемы, я знаю всю сложность, я знаю еще сколько у нас находится белых пятен, которые мы должны изучить, сколько всего предстоит сделать, и нашими силами, с нашей коммуникацией крайне сложной, ну и невозможностью в силу многих причин сесть за один стол просто вот так и побеседовать даже с нашими друзьями, ну это усложняет все. То, что нас, возможно, услышат, это уже, знаете, дело времени. И я больше бы сказал, это уже дело не столько времени, сколько человечности определенных людей. Насколько они
остались людьми и насколько они ценят жизнь, как свою, так и других людей, потому что здесь уже разницы нет. Все зависит от простых вещей, но и многое зависит от нас. Если мы сможем найти способ, возможность достучаться до других людей, мы таки сможем вывести это все, скажем, на рельсы созидательного общества. И у нас действительно появляются огромные возможности. Почему? Я вам скажу так, любой человек может это перепроверить. Почему? Потому что это факты. Все очень просто. Смотрим историю событий в том регионе, а это 3 страны. Те, что попадали в тень или, скажем так, в зону воздействия данного экспериментального аппарата, скажем так. И мы смотрим на те климатические события, которые были до 8 числа. Ну, 8 громко, скажем так, честно, до 10. До 10 августа сего года, 23. И смотрим, что будет происходить после. Вот 20 дней аккурат. И мы увидели разницу. Ну, это на более тонком плане, немножко то, что пока сильно не видно, очевидно. И я думаю, более точную информацию мы получим по реальным событиям, по всему, ну, в ближайшие 6-9 месяцев. Оно все выровняется и будет так, как оно есть на самом деле, без всяких демпфирований, вмешательств, скажем, без всяких летящих стрел и всяких эффектов, которые были описаны в древности очень подробно. Вот видите, насколько важна история. Но это не важно. Важно то, что оно работает. Основные выводы мы получим где-то через 3, максимум 4 месяца. Мы уже будем знать точно. А увидим через 6-9 месяцев, когда все эти эффекты, они просто сгладятся. А это говорит о том, что возможности людей в действительности огромные, друзья. И уже сейчас можно сказать, что мы действительно не зря потратили столько сил, столько лет. Не зря мы пытались что-то сделать. Единственное, что жалко то время, которое мы потратили на то, чтобы пытаться достучаться до тех, кто сидит за закрытой дверью. Это напрасно было. Но опять-таки многие люди, наши друзья, они надеялись на то, что будут услышаны, что будет оказано какое-то содействие. Ну, тут надо подходить и понимать просто, что оказав нам содействие и поддержку, это значит признать то, что мы правы. А признать то, что мы правы, это означает признать то, что весь вот тот научный потенциал, которым они обладают, ну, он несостоятелен и не соответствует действительности и не дает никаких надежд. Ну, кто на это пойдет? И еще это признать все, что мы говорим о климате. А здесь, значит, нужно объективно менять, и причем менять немедленно, все устои нашей жизни. Принимать уже или же то, что говорим мы о созидательном обществе, ну или хотя бы то, что говорит Челакян. Ну, по-другому не скажешь. Или его, или наш идея. Ну, здесь не мы решаем, но сам факт, что есть четкое понимание и есть огромная надежда на то, что шанс у нас хороший, я так скажу. И в действительности это не совсем приятная, но очень радостная новость. Здесь, знаете, и радоваться вроде бы нечему. Почему? Потому что мы же от этого и пострадаем. Но с другой стороны, и добавляет оптимизма, и наполняет радостью в том плане, что мы хотя бы увидели контуры нашего решения. Ну, такая ситуация, скажем, с одной стороны и плохо, а с другой стороны вроде как и хорошо. Вопрос лишь в том, как мы поступим. Хотя опять-таки оно не решало задачи, и опять
и не могло решить на 100%, то есть обезопасить какую-то территорию от климатических событий, ну все равно оно просачивалось, было и достаточно жестко, но не в том количестве и не таким качеством. То есть намного реже и мягче. Ну, я так скажу. То есть для людей это было прекрасно. Сейчас это немножко будет сглаживаться, и мы не шутили, когда говорили лавинообразно. Со временем это будет нарастать. Сама территория и сами условия такие. Но оно бы все равно пришло. Да, позже. Почему? Потому что эффект, который создавался, он замедлял эти процессы. Но убрать он их не может. Для того, чтобы все эти события, которые происходят и намечены, скажем так, ну, или проще скажем, прописаны в нашей судьбе, для того, чтобы их убрать, нам нужно изменить нашу судьбу. Ну так, проще выражусь. Извините, друзья, что не могу многого говорить прямо и называть вещи своими именами, но надеюсь, вы меня поняли. Так что новость и хорошая, и не очень. Но я считаю, что больше она прекрасна. И самое интересное, что мы не сдались и сделали лимонад из того лимона. Так что, видите, даже те, кто нам пытается навредить, нам помогают. За что им спасибо. И вам спасибо, друзья. Спасибо, что не сдаетесь, спасибо, что есть. И еще раз извините за сумбурность определенную сегодняшнего разговора. Но вы умные люди и прекрасные люди, вы понимаете всю сложность, и хочется поделиться с вами фактами, реальными изменениями. Ну и в то же время дать возможность вам самим понаблюдать, и вы уже умеете и взвешивать, и сопоставлять, и замечать разницу до и после. Многие годами с нами этим занимались, поэтому есть что понаблюдать, есть что сравнить. Да, для нас это нехорошо, как для людей, но извините, и для нас же это создает условия того, что мы на верном пути. И это дает нам огромный шанс таки решить, казалось бы, нерешаемую задачу. Я вам так скажу, друзья, нет нерешаемых задач. Решить можно любую задачу, если действительно захотеть. Порой не хватает знаний, порой не хватает возможностей. Ну, это у малой группы. А у большой, чем больше нас будет, умных, действительно стремящихся к жизни людей, тем реальнее будет и решение. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Мир вам и любви Божией.